Слово для выступления предоставляется так, постоянному представителю президента и кабинета министров в Конституционном суде Молдубаеву Алмазу Табалдыевичу. Прошу вас пройти к трибуне. Уважаемые судьи, ознакомившись с ходатайством Типерова, представляющего интересы Михайлова, мы считаем, что часть 1 статьи 17, она не противоречит указанным нормам Конституции по следующим основаниям. Если мы будем говорить, что ссылка о противоречии указанной нормы части 4 статьи 11, не знаю, в Конституции написано, что Кыргызская республика стремится к сосуществованию с другими государствами на принципах согласия, справедливости, взаимовыгодного сотрудничества, мирного решения глобальных региональных проблем. Как эта конституционная норма связана с оспариваемой нормой закона о ветеранах войны вооруженных сил, я не могу увязать, поскольку статья 4 направлена на то, что нормы относительно своей позиции в разрешении региональных проблем, конфликтов и как субъекта международного права. Мы считаем, что здесь в данном случае со статьей 4, часть 1 статьи 17 никак не увязывается. Если идем дальше, часть 1 статьи 23 указывается, что права человека неотчуждаемо принадлежат каждому от рождения. Они признаются в качестве абсолютных, неотчуждаемых, защищаемых законом, судом от посягательств со стороны кого-то ни было. Права свободы относятся к высшим ценностям Кыргызской республики. Статья 17, которая определяет перечень льготников и увязка о том, что изменение данной нормы затронуло абсолютные права, неотчуждаемые абсолютные наших граждан, я тоже не вижу. Получается так, что уважаемый Олег Павлович, он получал какие-то льготы, потом Министерство обороны внесло изменения в 2009 году и поменяло статус, советника, отделило понятие советника, их поделило на гражданских советников, военных советников, и, соответственно, произошли определенные изменения. Возможно, какое-то было ухудшение, но это никак не связано с конституционными правами человека, где являются там абсолютные права, право на жизнь, право на охрану здоровья, право на быть избранным, выбирать, те права, которые закреплены в Конституции. Здесь поменялась градация советников. Они в какое-то время Министерство обороны, я не знаю, почему-то решили, что надо провести более подробную градацию. Соответственно, изменилось правовое положение гражданина Михайлова. Я сейчас не специалист в этой области, я просто как юрист говорю, что это никак не могло затронуть конституционные права человека, потому что никак не поменялся статус человека, у него не стало ни прав меньше, ни больше, они остались на том же уровне, стал вопросы выплаты, да. Поэтому в данном случае, именно касаясь вопросы соответствия Конституции, не входя в дебри, скажем, каких-то то человека статус не поменялся, он также находится под юрисдикцией Кыргызской республики, его права также защищены, именно поменялась, скажем, там сумма выплат. И поэтому вот это изменение мы не считаем, что она затрагивает нормы Конституции и противоречит. И Алмаз Табалдыевич, вы сейчас говорите о вообще, скажем так, вы сейчас высказываете свое мнение относительно определения коллегии судей, которая приняла данное производство Конституционным судом. Я уже высказывал. Этот вопрос уже разрешенный коллегии судей. Они посчитали, что да, если человек имел право ранее даже на вот эти выплаты, связанные с его пребыванием на территории Афганистана, что это последующее изменение, это умаляет в данном случае те права, которыми он когда-то обладал. Суть в этом. Давайте сейчас не будем вокруг этого, давайте по сути. Я не оспариваю определение, я говорю, что данные изменения закона, которые повлияли на Олега Павловича,
они не могут противоречить его изменению статуса. Я не оспариваю решение о принятии в производство. Я говорю, что вот это изменение статуса и изменение суммы выплат, что затрагивает именно те права, которые закреплены в Конституции. То есть наша позиция, мы считаем, что доводы о том, что изменения, которые повлекли изменение статуса гражданина Михайлова, противоречат Конституции, они не соответствуют. И мы считаем, что здесь нет противоречия редакции закона части 1 статьи 17 о ветеранах нормам Конституции Кыргызской Республики. Мне все. Ваша позиция понятна.